Здравствуйте. Итак, в эфире программа «Открытый вопрос». Вопрос, который, к сожалению, пока еще во всех наших передачах так и остается к концу передачи открытым. Но я надеюсь, что наступит то время, когда, заканчивая передачу, мы скажем «вопрос закрыт». Итак, сегодня гость нашей передачи Беслан Владиславович Барателя, председатель Национального банка Республики Абхазия. Беслан Владиславович, вы знаете, как правило, и мы сейчас хотим поговорить вот о том времени, когда вы вступили в должность председателя Национального банка. Как правило, первые 100 дней можно рассматривать как начало создания условий для проведения реформ в той или иной области. Вот о том, что было сделано вами как главы Национального банка за этот период, именно за этот период, мы как раз хотели бы с вами поговорить. Я думаю, это будет очень интересно нашим телезрителям, тем более, что такой опыт, такого представления того, что было сделано за 100 дней, он впервые сейчас присутствует. Раньше до этого нам как-то не удавалось на эту тему поговорить ни на 100 дней, ни на 500 и так далее. Беслан Владиславович, знаете, многие называют банковскую систему вообще такой кровеносной системой, как похожей на кровеносную систему организма человека. Такое складывается впечатление, что наша банковская система находится в кризисе, и даже можно назваться, что она такое какое-то испытывает малокровие. Поэтому я бы хотел, прежде чем мы перейдем непосредственно к тем достижениям, которые были сделаны за эти 100 дней, хотелось бы, чтобы вы как-то охарактеризовали ту банковскую систему, которая сейчас сложилась у нас, с чего началась вообще ваша работа, в каком состоянии была принята эта система. Добрый вечер. Безусловно, вы правы, банковская система Абхазии переживает не лучшие времена. И вообще мир, в котором мы живем, характеризуется нестабильностью, высокой волатильностью, кризисами, сокращением кредитных ресурсов, закрытием банков и так далее. Но из-за того, что наша банковская система, как и наша экономика в целом, слабо интегрирована в мировую экономику, в мировую финансовую систему, те проблемы, которые характерны для банковской системы Абхазии, они в основном внутренние, они очень слабо коррелируют с тем, что происходит на мировых финансовых рынках. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, есть понимание того, что в системе есть кризис, внутренний кризис, и его преодолеть очень сложно, и на это приходится тратить колоссальное количество энергии. Значит, что мы имеем в банковской системе сегодня? У нас на сегодняшний день в экономике, в системе 9 кредитных организаций, из которых 8 банков коммерческих и 1 РНКО. Если вы можете представить слайды, которые мы подготовили, то... Это первый слайд, первый слайд, да, первую страницу, то видно, что с 12 по 15 год, первый столбик 12 год, второй столбик это начало 15 года, количество банков в Абхазии сократилось с 15 до 9 кредитных организаций. При этом в основном оставшиеся 9 кредитных организаций находятся в городе Сухом. То есть мало того, что их ограниченное количество и очень плохо представлены в районах Абхазии. То есть у нас есть масса районов, Гудаутский, Гулрыбский, Ачимчирский, Тхорчал, вся Восточная Абхазия, где нет ни одного банка, не говоря уже об их качестве. Да? И тенденция очень негативная. Если Национальный банк не примет и не стал бы принимать определенные меры, то через 3 года осталось бы банков, может быть, 2 и 3. Поэтому процесс идет очень... Беслан Владиславович, то есть из 15 банков сейчас работает 7? Нет, 9. 9. Сейчас работает 9. 2 закрыты банка, 4 на стадии ликвидации находятся. Это банк Престиж, Леон, Инвест и Фининвестбанки. И Шер, и Аграрный банк закрыты. Из оставшихся 9 кредитных организаций только 3 демонстрируют прибыль, 6 демонстрируют убытки.
Значит, если перейдем к следующей странице, номер 2, вот слайд у нас, динамика результатов по банковской системе за 2011-2014 год, то мы видим, значит, это по системе в целом. Вот у нас синим цветом обозначены убытки по годам, а красным цветом это прибыли. Хилая то такая прибыль, я вам в целом, вот в 2011 году убыток по системе 224 миллиона, в 2012 году прибыль 49 миллионов, в последние 2 года убытки минус 43 миллиона и минус 70 миллионов. Как бы показатели говорят о том, что система не выходит из зоны проблем, из зоны убытков. Из зоны кризиса. Да, и вот эта красная линия, она как бы демонстрирует, в общем, состояние по финансовой системе в целом. Это до конца 2014 года? Да, 2015 год начался. Вот в 2015 году, в первом квартале мы наблюдаем некоторые улучшения, об этом поговорю позже, в связи с теми мерами, которые были приняты. Значит, понятное дело, что банковская система не может развиваться в отрыве от экономики, она как бы отражает те проблемы, которые в экономике происходят. И возможности Национального банка в регулировании банковской системы значительно ограничены. У нас Национальный банк не является центральным банком в классическом смысле. Мы не имитируем свою валюту, соответственно, лишены массы инструментов, которыми обладают центральные банки других стран. Это возможности по сжатию, увеличению предложения денег, по влиянию на ставки процента, на инфляцию, на валютный курс и так далее. Фактически у нас большой расчетный центр, который и надзорный центр, который занимается созданием правил игры для коммерческих банков и предоставлением кредитов рефинансирования. Вот через увеличение кредитов рефинансирования, их масштабов и уменьшения мы как-то можем расширять вот эту емкость. Значит, по кредитам рефинансирования, вот на следующий слайд, пожалуйста, распределение кредитного портфеля Банка Абхазии, это на начало этого года. Видно, что кредитный портфель Национального банка, это означает, что Национальный банк выдал коммерческим банкам кредиты на сумму 1 миллиард рублей накопленных, из которых 100 миллионов практически потеряны, они оказались в банках, которые находятся на стадии ликвидации, то есть государство потеряло 100 миллионов рублей. Значит, из самых больших заемщиков, вот у нас картинка показывает, как распределены там Агробанк, Сбербанк, Универсал, ЧБР, вот, которые освоили большую часть, значит, кредитного портфеля, а также другие банки. Но это распределение этих кредитов, которые получают коммерческие банки для дальнейшего кредитования своих заемщиков. А вот если говорить о качестве портфеля, то качество портфеля у нас достаточно, как бы, тенденция не очень хорошая. Вот на следующем графике, на четвертый слайд, пожалуйста, мы видим вот по годам, значит, с 11 вот по 14 качество кредитного портфеля, это нашим телезрителям сложно что будет означает? понять, что вот, это грубо такое. говоря, возьмем 2011 год. Сумма выданных кредитов 952 миллиона рублей коммерческим банкам, из которых 7,6% проблемные. То есть коммерческие банки не могут вовремя вернуть деньги Национальному банку. Вот красным цветом обозначен процент вот этот банков. В 2012 году процент составил 7,9, в 2013 году 24,3, в 2014 26,1. То есть тенденция не очень хорошая, и, соответственно, речь идет о том, что закладывается системный кризис в банковском секторе, который нужно преодолевать, и меняя подходы к регулированию, значит, банков, их деятельности и рефинансированию. Значит, вот такая сложная система, в которой фактически перспективы плохо обозначены. И понятное дело, что без поддержки Национального банка, без изменения принципов и характера влияния на их деятельность, я думаю, преодолеть эту тенденцию будет очень сложно. И поэтому сегодня Национальный банк пересматривает подходы, делает все для того, чтобы оздоровить банковский сектор. И у нас, я сказал, 3 банка стабильных, которые получают прибыль, остальные все проблемные. Мы особое внимание уделяем, значит, состоянию этих банков с тем, чтобы их поддержать и с тем, чтобы вывести их на показатели прибыли. Это те, которые были проблемные. Вообще вот в банковской системе
насколько мне, конечно, известно, я знаю, что когда возникают такие кризисные ситуации, банки не закрывают. Чаще банки пытаются каким-то образом поддержать. Им предоставляют какие-то кредитные возможности для того, чтобы система сама функционировала. Безусловно, вы правы. Это мы видим сегодня происходит и в европейских экономиках, и в российской экономике. Центральный банк Российской Федерации оказывает в связи с теми событиями, которые развернулись в России, колоссальную финансовую поддержку по санированию, оздоровлению банков. То же самое наблюдается в Греции. И вот Национальный банк Абхазии сегодня тоже придерживается такой же политики с тем, чтобы сохранить каждый банк, который у нас есть в Абхазии. Скажите, пожалуйста, вот вы мне показывали здесь график такой финансирования банков. Вообще, по какому принципу оно осуществлялось? И считаете ли вы этот принцип эффективным или даже справедливым? Сложный вопрос, по какому принципу, я сейчас не могу вам сказать. По заявкам, наверное, которые делались коммерческими банками, Центральному банку. Но я вам просто рассказываю картину, которую я принял в начале этого года. Как в дальнейшем будет, я вам смогу рассказать, по какому принципу распределялось. Но, думаю, чуть позже. Чуть позже, да. Но вот у меня еще один вопрос есть. Вот он постоянно на слуху у всех. Это кредит в 700 миллионов, который был предоставлен Российской Федерации для приобретения и распространения карточек и развития экономики. Банковскую систему. Я так понимаю, вы говорите о субординированном кредите в размере 700 миллионов рублей, который передан Абхазии Российской Федерации в 2010 году сроком на 10 лет. С этого года, с января, был первый платеж возврата этого кредита по частям, траншами по 66 миллионов несколько раз в течение года. Мы до середины 2020 года должны этот кредит вернуть. На что он был предусмотрен? Значит, 400 миллионов рублей из 700 должно было идти на развитие экономики через кредитование банками коммерческими проектов в реальном секторе экономики и 300 миллионов на развитие платежной инфраструктуры Национального банка Абхазии. Ну вот, если вам интересно, мы тоже подготовили вот слайды. 5-й слайд, пожалуйста. Значит, 300 миллионов рублей, которые были предоставлены в виде кредита Национальному банку Республики Абхазия. Они были израсходованы следующим образом. Значит, 8,7 миллионов, почти 100 миллионов рублей ЦОД, это Центр обработки данных. Это что такое? Значит, на создание электронной системы безналичных расчетов. Эта система заработала, она работает, современные технологии расчетов между банками. Этот проект заработал, и он зарабатывает. То есть он заработал да, уже несколько лет назад, да, он работает и приносит доходы. Следующий проект, это проект АПРА, да, это вот пластиковая карточка, о чем вы говорите. Значит, тоже инвестиции вложены в эту инфраструктуру, однако она как бы не запустилась как следует, и, можно сказать, практически не работает. Сейчас Национальный банк прикладывает колоссальное количество усилий, энергии с тем, чтобы запустить этот процесс, чтобы АПРА заработала, чтобы получали доходы и Национальный банк. Вот мы ввели буквально с этого месяца новые правила с тем, чтобы Национальный банк мог тоже зарабатывать, поскольку кредит должен вернуть Национальный банк 100 миллионов рублей, а это инвестиции, которые нужно поддерживать регулярно. Это система, это компьютеры, которые изнашиваются и так далее. И если мы не запустим АПРУ, этот механизм, то, соответственно, кредит забегая будет вперед, очень можно сложно сказать, что АПРУ вы уже запустили, даже достаточно успешно, но мы сейчас все-таки продолжим вот по этому графику по номеру 5 разговор, где еще остался у нас один пункт. Резервный РКЦ. Да. Резервный РКЦ, значит, кредитом предусмотрено было строительство резервного расчетно-кассового центра на случай, это в целях безопасности, на случай остановки работы в Нацбанке и так далее. Значит, должно быть построено здание отдельное, это не обязательно в Сухой, может в другом городе Абхазии, для того, чтобы в случае определенных эксцессов, чтобы финансовый сектор не остановился, но, к сожалению,
не было принято решение о выделении земельного участка в Абхазии. Вы же понимаете, у нас сложности с этим. И так этот проект остался невостребованным. Вопросом. Вот, поэтому эти деньги, 96,8 миллионов, они остались невостребованными. То, что касается 400 миллионов рублей, которые были ориентированы на коммерческие банки, это следующий слайд, номер 7, пожалуйста. Значит, номер 7. Номер 6, извиняюсь, я не перепрыгнул. Значит, по кредитам в 400 миллионов рублей. Значит, из 400 миллионов рублей коммерческие банки получили в виде кредита субординированно 131 миллионов рублей только. 269 миллионов они были невостребованы. Невостребованы, потому что были выставлены очень серьезные, сложные требования, но желающих брать кредит не оказалось. И вот среди тех, кто получил кредит, это у нас... Это всего 4 банка получили, да. 131 миллион. Да. Кибитбанк, Гарантбанк, Сухумбанк и ЧБР. Это банк Черноморский банк развития, да. 50 миллионов, 49, 25 и 8,3. Вот эти 269 миллионов, как так называемый невостребованный остаток по этому проекту, они-то работали как обычные кредиты или финансирование, но под этот остаток мы сейчас запускаем новую программу, я поговорю об этом чуть-чуть позже. Ну, главный вопрос вообще нашей беседы теперь. Вы знаете, мы хотим, конечно, весь акцент нашего разговора сделать на эти 100 дней. Что было конкретно предпринято Национальным банком и каких результатов за эти 100 дней вы добились? Ну, достаточно короткий промежуток, чтобы говорить о серьезных результатах, но тем не менее Банк Абхазии работал. С чего мы начали? С переосмысления подхода к регулированию банков. Мы поняли, что нужны какие-то серьезные меры с тем, чтобы сохранить банки, с тем, чтобы этот переломный момент наконец случился, потому что проблемы, они очень сложны. Мы взялись за то, чтобы прикрепить каждому проблемному банку куратора, буквально ежедневно мониторили ситуацию, изучали картину в банках, смотрели, чем мы можем банкам помочь. Значит, переоформляли кредиты, которые они не могут вернуть, пролонгировали, предоставляли короткие кредиты, шли на все условия, лишь бы банки как бы продолжили свое дело с тем, чтобы значит, ситуация финансовая у них не ухудшилась. Но я имею в виду проблемные банки, стабильные банки-то и так нормально, слава богу, работают. Но вот с проблемными были сложности. Вот конкретно вы можете сказать по этому поводу, какие достижения? Да, сейчас я вам хотел бы сказать о нашем главном государственном коммерческом банке, сберегательном банке. Самая сложная ситуация в Сбербанке была из тех, потому что он самый большой банк, 70% финансовой системы банковской. Это результат сберегательного банка. И вот, изучив процессы, которые происходят в Сбербанке, мы пришли к выводу, что нужно принимать меры с тем, чтобы банк вышел из того ситуации, в которой он... А в чем заключается проблема? Ну вот, сейчас я в подробности не могу вдаваться, поскольку время ограничено, сказать нужно много чем, но общие агрегированные вещи могу продемонстрировать. Значит, слайд номер 7, пожалуйста. Значит, вот если говорить о Сбербанке, то мы видим, за последние 5 лет сберегательный банк не получал прибыли. Значит, в 2010 году убыток 12 миллионов, в 2011 году убыток 222 миллиона. Это связано было с тем, что необходимо было формировать резервы по выданным кредитам. В следующем году, в 2012 минус 2 миллиона, в 2013 минус 71 миллион. В 2014 минус 97 миллионов. В общем, за 5 лет убыток 406 миллионов рублей. О чем это говорит вообще? Что это значит для самой финансовой системы? Это говорит о том, что если главный банк страны, государственный, коммерческий, в таком тяжелом состоянии, то, за исключением вот этих 3 маленьких коммерческих банков в системе, я имею в виду в сравнении со Сбербанком, то система оказывается в такой тяжелой ситуации. И естественно, что одной из главных причин, значит,
такой картины является большой проблемный кредитный портфель, связанный с невозвратом кредитов, выданных ранее. Вот на следующем 8 слайде показана структура кредитного портфеля сберегательного банка. Мы видим, что значит, в 2011 году из 1 миллиарда 189 миллионов выданных кредитов проблемными были 25%, то есть каждый 4-й кредит был проблемный, имеется в виду не возвращался своевременно или вообще не возвращался. В 2012 году из 1 миллиарда 72 проблемными было 35% кредитов. В следующем году 51% проблемными стало, в прошлом году 55,7%. То есть мы видим, что из года в год доля проблемных кредитов в банке увеличивается. То есть это как бы формировалась такая привычка не возвращать кредиты? Формировалась, закреплялась привычка. Но понятное дело, что 55 это процентов, максимум может быть 100, да? Как бы, когда вот дойдет до 100, если такими темпами, то достаточно скоро и могли бы быть проблемы. Но мы, и что вы предприняли по этому поводу? Значит, на самом деле, сам сберегательный банк тоже предпринимал меры. Вот в предыдущие годы, значит, было обращение в суды. На следующем слайде видны, значит, данные. Передано в суды Республики Абхазия сберегательным годом. Это за все эти предыдущие годы на 773 миллиона рублей, из которых вынесено судебных решений на 700 миллионов, а исполнено только 240. То есть почти 500 миллиарда рублей по кредитам невозврат, плюс еще, наверное, столько же накопленные проценты не выплачены. То есть это огромный массив денег, массив ресурсов, почти 460, это вот, значит, тело кредита, плюс еще проценты, вместе будут, наверное, к миллиарду приближаться сумма, которая, естественно, подрывает финансовую устойчивость Банка Абхазии. Что было сделано Национальным банком за это время? Значит, мы ввели, за это время, это за какой период? Ну, вот за 3 месяца, там, за 4 пока. За 100 дней. Мы где-то, вот, по-моему, в конце февраля стали уже серьезно заниматься сберегательным банком. Мы ввели туда в марте, в начале, временную администрацию. Заместитель мой, Диана Зантария, присутствовала в банке почти ежедневно, значит, в течение месяца. Активно занимались возвратом кредитов. Значит, было принято решение о том, что сберегательный банк Абхазии не может кредитовать, приостанавливать временно процесс кредитования до улучшения финансового положения. В то же время, чтобы банк зарабатывал и получал доходы, Национальным банком был выделен, значит, кредитный ресурс из ресурсов Национального банка с тем, чтобы кредитная комиссия сберегательного банка выдавала надежным клиентам кредиты, банк мог зарабатывать. Что, значит, в результате проделанной работы, вот на 10-м слайде видно помесячно, вот в марте у нас как раз администрация работала, было возвращено, так скажем, 117 миллионов рублей, а за весь этот период 174 миллиона рублей кредитов и процентов по ним. 174 миллиона это вот за эти 100 дней? Да, ну вот за январь, февраль, март, апрель, вот так скажем. Какова была картина вот по возврату кредитов в предыдущее время? Ну, сейчас у меня данных нету, но она была не такой, поскольку кредиты возвращались. Мы же вот эти суммы накапливаем, вот возвращаются эти деньги, мы ими не кредитуем дальше. И получается, финансовое состояние банка улучшается. То есть есть определенные нормативы, это специальные, которыми сейчас не хочу я занимать ваше время, но недостаток ликвидных средств, то есть фактически недостаток денег в банке. Эта проблема решается. Я на секунду вас прерву, да, я просто хочу нашему режиссеру сказать, что вот все те достижения, о которых вы рассказываете, в том числе вот эти 174 миллиона возвращенных кредитов, к концу передачи я бы хотел, чтобы вот результаты этих 100 дней работы вы бы зафиксировали и потом в конце передачи показали. Мы обязательно сделаем так, и наш дизайнер компьютерный, я надеюсь, выдаст все то, что было сделано вами, что было достигнуто за вот эти 100 дней. Наш разговор идет исключительно о том,
большей части о том, что было сделано. Дальше второе направление, которым мы занялись очень серьезно, это как раз-таки развитие проекта АПРА. То есть это вот карточки. Да, инвестирована сумма. В принципе, система работает. Она просто как бы стояла, получается, и связана была с тем, что импульсов для развития системы не было недостаточно. То есть, почему? Потому что люди не хотели получать карточки, поскольку, а что с ними делать? Банкоматов мало, посттерминалов, где можно расплачиваться, нет. И с другой стороны, банки неохотно шли на траты, связанные с приобретением этих устройств. Один банкомат 800 тысяч рублей, 1 миллион рублей может стоить, да? И посттерминалы тоже не дешевые, там 400, 500, 700 долларов. Это как кассовый аппарат, куда вставляется карточка и происходит безналичная оплата. Это то есть помимо оплата. Самого банкоматы это устройство, где человек по карточке может получить деньги, наличность. А посттерминалы стоят в магазинах, в ресторанах, как кассовый аппарат. То есть, когда ты приобрел товары или услугу, на выходе вместо денег вставляешь в этот терминал карточку и, значит, расплачиваешься фактически без наличности. Со счета, с карточки списывается. То есть, получается замкнутый круг, да, население не хочет приобретать карточки. То есть, если я, например, расплачиваюсь с карточки в кафе или в ресторане, официант на чаевые может не рассчитывать? Ну, если вы дополнительно вытащите из кошелька все-таки чаевые, нужно носить с собой наличные. Если вы хотите, это дело добровольно. В зависимости от того, какой официант попался на вашем пути. Вот. Далее. Да. Значит, что сделано по АПРе? Мы проводили, можно сказать, агитацию среди организаций, значит, выносили потом этот вопрос на кабинет министров. Все-таки убедили, что этот проект нужно запускать, это современные технологии, это нужно, перспективно. И в результате вот этой работы, такой агитационной, можно сказать, вот получили такие результаты. Это, значит, 11-я страница. Вот мы видим, значит, первый процесс у нас начался в 2011 году, когда, значит, этот проект начинался. 88 там держателей карт было, первые счастливчики, так скажем, да, которые могут войти в историю нашей, значит, банковской системы. А вот в 2012, 2013, 2014 годах практически вот этот процесс он стоял. И вот за первый квартал 2015 года мы имитировали 3400 карточек. Еще у нас то здесь апреля нет. Тоже сенсационное заявление. Попрошу, чтобы наш дизайнер обязательно оформил это в подведении результатов. Вы хотите сказать, что вот за 4 года было сделано гораздо меньше в распространении этих карточек, чем за один квартал 2015 года? Ну, по количеству карточек получается, что так. Общее количество сколько составляет карточек? Более 5000. Сейчас я точно не могу вам сказать, можно 5. посчитать. Но скажите мне, пожалуйста, а что это обыкновенному гражданину нам вообще дает? Я понимаю, что на этом зарабатывают банки, и, скорее всего, наверное, Сбербанк тоже как-то там имеет какую-то прибыль с этого дела. Не только Сбер, другие банки коммерческие, государства. Я имею в виду и Национальный банк тоже. Да. Национальный банк, к сожалению, ничего не зарабатывает пока. И вот этот вопрос мы буквально недавно поднимали, почему это так, что Национальный банк несет расходы, 100 миллионов, значит, затратили на лице Национального банка. Национальный банк должен вернуть эти 100 миллионов с процентами, а доходы получают только коммерческие банки. И в этом смысле мы в результате, значит, встреч, переговоров пришли к единому пониманию, коммерческие банки поддержали эту идею, что Национальный банк тоже должен получать 20%, вот так мы сказали, 20% от тех доходов, которые получаются по, значит, системе АПРА. Что, отвечая на ваш вопрос, что дает держателям? Во-первых, это удобно. Современно, удобно и перспективно. Весь мир пользуется карточками. Это очень, значит, дико звучит, что в стране нет этих систем. Тем более мы позиционируемся как туристская страна. Приезжают туристы, мы хотим, чтобы приезжали иностранные туристы, россияне в большом количестве. Жалуемся на то, что не приезжают богатые туристы, что они не тратят деньги. И часто оказывается то, что россияне, которые приезжают в Абхазию, они даже и подумать не
не могут, что, значит, нужна наличность. Да, они приезжают 1000 рублей в кармане, и остальное все на карточке. Заходят в ресторан, вспоминают, что в кармане только 1000 рублей. Соответственно, не делают больших заказов, потому что расплатиться нечем, да? То есть мы даем возможность... Вот, оказывается, почему наша туристическая индустрия не страдает. только, одна из причин это тоже, безусловно. Кстати, об этом тоже поговорю, когда по банкоматам пойдет речь. То же самое касается и значит, прозрачности системы. Когда появляется карточная система, когда появляются держатели карт, учет населения, учет тех, кто работает, пенсионеров, он становится более прозрачным. Видно, какие доходы получаются и так далее. По посттерминалам видны, какие обороты идут, какие налоги должны быть уплачены и так далее. А банковская система получает дополнительные ресурсы. Ведь мы же говорим о том, что системе не хватают ресурсы. Люди нуждаются в кредитах, денег нет. Фактически внедрение карточек частично, понятно, не полностью, но смягчит эту проблему. Ну, грубо говоря, Валера, у вас в кармане деньги сейчас есть, у меня есть деньги, у другого гражданина. Если бы эти все деньги были бы у нас, но не в кошельке, а на карточке, это означает, что наши деньги реально в банковской системе. И мы можем взять кредит. И мы можем взять кредит. Об этом мы сейчас можем. Поговорим, о новых программах, которые будут в дальнейшем делаться. Хорошо. Значит, то, что касается вот эмиссии карточек, мы сказали. Кстати, я думаю, что к апрелю у нас уже эта цифра значительно выше, просто апрель еще не завершился, я итогов не знаю. Вот. Теперь по обороту. Ну, то есть вы хотите сказать, что вы сохраните такой прирост карточек? Я думаю, более. Вот за 3 больше месяца будет. По 3, по 4. Значительно а какой вы больше. ожидаете результат, если забегать? Об этом поговорю. Планирую до 30 тысяч до конца года довести. Ну, скажу, каким образом. Значит, по оборотам, если следующая картинка, это у нас международная платежная система. То есть зеленым цветом это, ну, грубо говоря, преимущественно туристами. Какая сумма денег была изъята из банкоматов? 603 миллиона рублей в прошлом году, 398 в позапрошлом. И судя по той динамике, которая наблюдается сегодня, мы ожидаем, что туристами будет изъято из банкоматов 1 миллиард рублей. Что это означает? Это означает, что туристы приезжают с карточками, в наших банкоматах они, значит, вытаскивают деньги, и эти деньги тратят в нашей экономике. То есть покупают у нас товары, услуги и так далее. Но, понятное дело, турист не приезжает, чтобы деньги снять из банкомата и деньги вывести там, к себе домой. Понятно, что львиная доля этих денег, она оседает в нашей экономике. Фактически, это совокупный спрос для экономики, который будет стимулировать туристский сектор. И вот то, что касается АПРы, мы тоже, я думаю, выйдем в сумму где-то 700-800 миллионов до конца этого года. Вот. Значит, ну, поскольку тема развивается, с одной стороны делается все, чтобы число держателей карт было больше, но и банки, конечно же, отреагировали на это увеличение держателей карт. Банки как бы тоже с пониманием подходят к тому, что эту тему нужно развивать. Сегодня это, конечно же, затратно. Колоссальные затраты несут банки, инвестируют. Но в перспективе, безусловно, это даст прибыль. И, значит, если мы обратимся к следующей картинке, к 13-й, то вот зеленым цветом обозначено количество банкоматов, которые, значит, имелись в Абхазии на тот или иной год. Первый банкомат вот в 2011 году по системе АПР появился. Значит, в прошлом году было 26 банкоматов, сейчас установлено 3, и в ближайшие полгода устанавливается еще 25 банкоматов. То есть это уже... К лету мы планируем дополнительно еще 25 банкоматов поставить. Это уже закуплено? Половина закуплена, половина вот на стадии оформления договоров. Но мы стараемся это все сделать до лета, потому что основной пик спроса на эти услуги это, соответственно, летом. Поэтому осенью, зимой тратиться банки вряд ли будут на такие вещи. И что здесь интересно, вот в 2014 году 6, вот, а в 2015 году в первом квартале 24 посттерминала. Что это такое? Это вот я говорил устройства, которые сегодня стоят уже во многих гостиницах, во многих, ну, в гостинице Леон, например, в Сухуми стоит, я знаю, в гостинице
Атриум Виктория стоит, в ресторанах ДЭМ стоит, Дольче Вита. Мы сейчас как будто рекламу делаем, просто как пример, да, в Баристе, в магазинах. Это не надо называть, это скажем, ну пусть реклама. это не реклама, это деле, пионеры, можно гордиться тем, уже, что они подключились, да. Там магазин «Волна гастрономии», столичный магазин, в которых идут обороты, мы видим. Когда их будет 1000, понятно, мы их называть и не сможем, но это в любом случае, значит, пионеры этого процесса. И как только этот процесс пошел, оказалось, что у нас в Абхазии нет этих ПОСов. То есть заявки есть, а самих устройств нету. И мы, значит, срочно создали большой заказ, 250 ПОС-терминалов. Мы их завезли на той неделе. Это только для города? Нет, по всей Абхазии. Преимущественно берут Сухум, Гагра и Новый Афон. И из них буквально к сегодняшнему дню заявки на 100 ПОС-терминалов от банков есть. То есть тема очень быстро развивается. Еще по карточкам у меня есть вопросы. Да. Вы знаете, вот... Извините, может, закончим вот этот блок и все. И последняя у нас есть диаграммка. Это вот мы видим, как платежи по ПОСам идут. То есть не изъятие денег из банкоматов, а люди в этих устройствах, которые, ну, как аналоги кассовых аппаратов, где, значит, можно расплачиваться карточками, оплатили по карточке в январе вот на 20 тысяч рублей всего лишь, да? В январе. 20 тысяч. В феврале 163 тысячи рублей, в марте 575, в апреле 783. Но опять же, это все на тех 20-30 ПОСах, которые есть. Да. Как только будет установлено в ближайший месяц около 100-200 ПОСов, эти суммы... ПОСы — это посттерминалы. Да, посттерминалы — это такие устройства, которые приносят вам в кафе или в магазине, где-то стоит у кассы, вы делаете... Вставляете карточку и, соответственно, осуществляете оплату по карточкам. Хорошо. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот эти вот карточки, про которые мы сейчас получили и уже пользуемся, вот у нас на телевидении они уже распространены, и буквально там всего 4 человека, по-моему, не имеют этой карточки, все остальные имеют. У них вот такой вопрос. Можно ли на эту карточку положить средства с другой карточки, скажем, или, например, с пенсии, пенсионную объединить вот в этой карточке, или вообще какие-то деньги положить туда, или, может быть... Конечно же, можно. Перевести откуда-то. Конечно же, можно. То есть это уже есть функция? Есть система переводов с карточки на карточек, но по Абхазии пока. И есть возможность положить на счет в банке. То есть в банкомате пока эта работа ведется, чтобы можно было в банкомате, значит, оплатить, пополнить карточку. Но сегодня это можно сделать в банке. Прийти в банк и, значит, как обычно, положить на счет деньги, они отразятся на карточке. Потом уже брать... Другое дело, есть еще люди, которые имеют 2 карточки. Например, одна по работе, другая по пенсиям. Эта проблема решается очень легко. По месту работы в бухгалтерии пишется заявление на имя руководителя организации с тем, чтобы зарплата начислялась не на карточку, которая относится к организации, а на карточку другую. То есть это все решаемые проблемы, и для удобства это может быть и правильно, чтобы не иметь несколько карточек. Но мы очень долго остановились на АПРе. Я бы хотел еще, значит, сказать о том, что мы, значит, Национальный банк, понимая те сложности, которые стоят перед пенсионерами, запустили один такой проект пенсионный по карточкам. Пока он у нас идет пилотный, в этом месяц на проспекте в отделении Сбербанка выдается пенсия по карточкам. Проведена колоссальная работа сотрудников. Это на самом деле очень серьезный процесс. Сотрудники Сбербанка некоторые там круглосуточно сидели, вот в прямом смысле, чтобы обеспечить этот процесс, поскольку все это новое, списки не отформатированы следующим образом. Более того, мы поставили сразу сложную задачу, чтобы пенсионеры получали и российскую, и абхазскую пенсию сразу на одну карточку, чтобы мы не давали 2 карточки для разных видов пенсии, а карточка — это один кошелек, куда приходят 2 пенсии. Для удобства пенсионеров сегодня это, конечно, сложно и объясняется тем, что нужно оформлять договоры по получению карточки, но со следующего месяца вот пенсионеры, которые обслуживаются на проспекте, пенсионеры Сбербанка, они будут удивлены, насколько все быстро происходит, поскольку для их удобства
многие пенсионеры немножко с недоверием относятся к карточкам, боятся, что, значит, она их подведет, что они забудут пароль, или что-то случится такое, или украдут ее, или они не справятся с самой, значит, системой. Мы для их удобства установили 6 ПОСов в отделении, ПОС-устройств, терминалов, где пенсионер, даже который не может самостоятельно справиться с карточкой, он может, как и раньше, прийти в отделение, зайти вовнутрь и получить пенсию. Это сделано для того, чтобы избежать вот эти бесконечные очереди, которые вынуждены выстаивать пенсионеры. Честно говоря, уже даже и стыдно перед тем, что, значит, за столько много лет так и не удается решить эту системную проблему. И без карточек она не решится. Вот отделение Сбербанка, в котором работает 5 человек, обслуживает 2-3 тысячи пенсионеров. Ну, понятное дело, если 2-3 тысячи пенсионеров придут в один день за пенсией, то никакое отделение с этим не справится. Поэтому в этом направлении мы ведем работу и планируем завершить перевод пенсионеров города Сухум на карточки до конца этого года. Вот как бы одна из таких серьезных Что задач. Я хотел еще у вас спросить, Беслан Владиславович. Дело заключается в том, что наша передача уже подходит к концу, мы 40 минут в эфире. И я бы хотел, чтобы вот такой, знаете, блиц, как бы вопрос был, блиц-опрос такой вот устроить. Скажите мне, пожалуйста, какая программа подготовлена по кредитованию малого и среднего бизнеса? Значит, у нас в планах, значит, несколько вещей. Первое, это я сказал АПРО, да, то, что мы хотим 20 тысяч пенсионеров города Сухум и бюджетников 10 тысяч, до 30 тысяч довести. Вторая очень серьезная политическая задача – подключить АПРу к НСПК, к российской системе, с тем, чтобы наша карточка могла быть использована в России, и наши граждане могли по карточке АПРа оплачивать интернет-покупки и так далее. И одно из серьезных вопросов, над которым мы работаем, мы завершаем работу, это формирование кредитного ресурса для реализации государственной программы кредитования мелкого предпринимательства. Для этих целей из средств субординированного кредита, помните, я вот говорил выше о том, что у нас невостребованный остаток есть, в районе 200 миллионов рублей, мы планируем запустить эту программу с 1 июня. Ближе к концу мая будут объявлены условия получения кредита, банки-партнеры, которые будут участвовать в этой программе. Суммы уже определены сегодня. Это суммы 2 видов: до 1 миллиона рублей кредит или до 3 миллионов, не более. То есть это мелкие такие объемы, ну, для экономики, не средний, не крупный бизнес, понятное дело. И определена ставка, что это будет ставка 12% годовых или 1% в месяц для получателя кредита. Более подробно об этом все будет озвучено, объявлено к концу мая. И еще один вопрос, который, конечно же, интересует в основном наших пенсионеров. Скажите, пожалуйста, вот происходили задержки эти пенсионные. Теперь как-то можно будет с этими картами АПРа определиться так, чтобы и задержек не было, и в определенное конкретное время могли уже точно знать пенсионеры, что они получат свои пенсии? Значит, это на самом деле вопрос не к Национальному банку, а к пенсионному фонду, да? Так. Когда пенсионный фонд зачислит средства пенсионерам. Но, тем не менее, учитывая то, что пенсионеры сталкиваются не с пенсионным фондом, а с сотрудниками Сберегательного банка Абхазии и выслушивают недовольство, почему, понятно, объективное недовольство, почему нет с 18 до 30 пенсии, числа тянется. Поэтому, значит, Национальный банк вышел с инициативой к Министерству финансов, значит, с тем, чтобы открыть кредитную линию для пенсионного фонда. Что это означает? Означает то, что к середине месяца, это вот со следующего месяца уже мы запускаем, вот позавчера мы, значит, подписали этот договор, первый транш выделили. То есть к середине каждого месяца недостаток средств пенсионного фонда, в случае, если он возникнет, если не возникнет, проблем нет. В случае, если возникнет недостаток средств, речь идет об абхазской пенсии, только об абхазской, то Национальный банк предоставляет ресурсы по льготному тарифу, значит, Министерству финансов для целей
пенсионного фонда. То есть, неважно, деньги есть в пенсионном фонде или денег нет, 15 числа все пенсионеры Абхазии будут гарантированы в том, что пенсии получат. То, что касается российской пенсии, она и так своевременно приходит до 15 числа. Поэтому вот определили, что 18 числа каждого месяца это день начала выдачи пенсии с тем, чтобы провести все подготовительные работы. Вот мы с вами почти обо всем поговорили, что было сделано с вами, а особый акцент был сделан на то, что были возвращены кредиты в размере 174 миллионов, карточки распространяются, что тоже создает удобство, и, судя по всему, будет возможность какого-то кредитования. Скажите мне, пожалуйста, теперь вот мы как бы обратимся к нашему будущему, не к тому, которое планируется на 25 лет вперед, а вот до конца нашего текущего года. Скажите, пожалуйста, в каком направлении будет реализовываться оздоровление банковской системы, что вообще вы предпримете и намерены получить в ближайшее время, какой результат? Моя главная задача сегодня – это сохранить банковскую систему, если говорить о системе. Да. Задача вывести банки все в плюс, да, по максимуму, если получится, и все. Значит, самая главная задача из банков – это вывести сберегательный банк Абхазии в плюс. И уже, значит, в апреле есть у нас дни, там Сбаланс каждый день закрывается, когда появляется прибыль. То есть я очень надеюсь на то, что банк выйдет в плюс. И задача развить систему кредита. Первое, значит, сохранить банки. Второе, кредитование населения. Я сказал, по программе малого предпринимательства точно так же мы работаем, Национальный банк, и, значит, в ближайшее время запустим кредитование банков по новому направлению. Это кредитование под карточки. Речь уже не о больших суммах идет. То есть человек, который работает и получает зарплату по карточке в банке, чтобы он имел право прийти в банк и без проблем под зарплату, там, скажем, пятимесячную, годовую это зарплату. Но это может быть, скажем, для пенсионеров, допустим, это до 50 тысяч рублей. Для тех, кто... То есть это сколько процентов от зарплаты? Ну, это банки будут решать, в принципе, но я думаю, где-то, скажем, от полугода до годовой зарплаты. Зависит от размера зарплаты. Если у человека 10 тысяч рублей зарплата, то, скажем, от 60 до 120 тысяч рублей. Если у человека 30 тысяч, то, соответственно... То есть тот, кто имеет карточки, он сможет мы хотим... свои... Дело в том, что... А каков процент будет этого, например, займа приблизительно? Я не думаю, что это будет очень большой. Наверное, 1,5-2% в месяц. Где-то вот так. Мы работаем над этим, не хочу обманывать телезрителей, но в любом случае такой проект запускается. А сам процент будет определен позже. Но не более 2, это точно. Может и 1,5. Я так думаю, что мы почти обо всем поговорили. Теперь вот у нас наш режиссер выдает нам результаты нашего разговора за 100 дней работы. Вы знаете, мне все-таки еще раз хочется нашим телезрителям напомнить, что это впервые вообще-то на абхазском телевидении присутствует чиновник высокого ранга, который говорит конкретно о том, что было проделано за период его работы в той или иной области. А сейчас конкретно разговор идет о Национальном банке. Итак, что у нас сделано? С чем вы не согласны? 174 миллиона рублей возврат кредитов в Сбербанке был. Да, это по сравнению с прошедшим периодом значительная сумма. Да, мы просто говорили о том, что, да, мы об этом говорили, возвращали в результате там действий. Очень важный для малого и среднего бизнеса пункт – это программа по кредитованию малого предпринимательства в размере 200 миллионов рублей. Это дополнительно от того, что будут еще делать. Отдельное кредитование. 5 миллионов рублей прибыли перечислено в бюджет впервые за 5 лет. Это вы говорили о... Это вот то, что вы вначале говорили, 5 миллионов, которые мы перечислили в бюджет по решению управления Абхазии, Банка Абхазии. А почему вдруг? Существует большой запрос со стороны общества на то, чтобы Банк Абхазии участвовал в формировании доходной части бюджета Абхазии. Не просто зарабатывались деньги для себя, хотя по закону Банк Абхазии освобожден от уплаты налогов по прибыли. Но, тем не менее, учитывая тяжелое финансовое состояние в нашем государстве и наличие большого запроса,
на участие Национального банка в формировании бюджета, мы на правлении приняли решение о том, что 5 миллионов нашей прибыли передаем в бюджет, помимо 10 миллионов, которые Банк Абхазии заплатил налогов в бюджеты, в бюджетные фонды. То есть итого Банк Абхазии 14,5 миллионов заплатил. Понятно. Вот тоже очень важный пункт. Это решен вопрос о гарантированном получении абхазской пенсии с 18 числа каждого месяца. То есть Национальный банк гарантирует, что задержек уже с получением пенсии не будет, именно потому, что банк будет предоставлять... В случае возникновения дефицита Банк Абхазии будет передавать под льготный процент кредит для решения этих проблем. Буквально за эти 3 месяца 3,5 тысячи получили карты АПРА, в том числе и пенсионеры, и 33 торговых объекта принимают платежные карты. Это те достижения, которые были сделаны за 3 месяца. Если вы что-нибудь добавите еще? Не знаю, честно говоря, достаточно, мне кажется. За 100 дней работы? Условно. Условно говоря. Но я нашим телезрителям напомню, что у нас в гостях сегодня был председатель Национального банка Беслан Владиславович Баратели, и мы впервые услышали представление о том, я не хочу называть слово «отчет», как это иногда бывает в чиновничных кругах, но это не для телевидения. Но впервые мы услышали о конкретных делах, которые были сделаны Национальным банком за этот, честно признаемся, короткий период, всего лишь 3 месяца. И если такой темп сохранится, я думаю, что действительно это отразится в общем на уровне жизни населения, наших телезрителей, которые смотрели эту передачу и с надеждой теперь смотрят на то, что будет вами в дальнейшем предпринято в ближайшее время. Спасибо. Будем надеяться, что все будет хорошо, и граждане почувствуют на себя те мероприятия, которые реализует Банк Абхазии. Хотя бы уже к концу года, чтобы были существенные результаты. Надолго не откладываем. Каждые 3 месяца будет сложно. Ждем от вас результатов дальнейшей вашей успешной работы. Спасибо. С телезрителями прощаемся. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания.